В предыдущих двух сериях 20 числах сентября втроем выехали из Якутска на авто в сторону Приморского края. В осенний прекрасный сезон едем не спеша. По пути заезжали в город Хабаровск. После, заночевав в Дальнереченске, поехали смотреть на новую первую локацию – мост через речку между Новопокровкой и Новокрещенкой. Заценив красоту местной природы, поехали дальше, в сторону города Лесозаводск. Обновив старые воспоминания об этом месте, съездили на вторую локацию возле Уссурийска и на завтрашний день переехали во Владивосток. Обойдя первостепенные три задачи, погнали в сторону города Находки, где на заливе рядом находятся две красивые горы, и на одном из них поднимались пешком. С верхней точки можно было посмотреть все вокруг, и, встретив красивый закат, поехали обратно во Владивосток. Место остановки был пляж и ночь в палатках. Асырды болды. Седанка пляж. Сабат ке хайханан таққа қойбет. О бар кирер кирбет. Инен тақсама қаңа сөттер кире бараған жадырдынан. Инне парковка бар. Седанка сидекеннен бар пляж бұл. Мен қомынан мен спортивная набережная деке барды өт забек күні. Пляж бұт үй хаттан көстуде. Жады. Төстүбет таган парковка. Ассерде тога хаста спортивная набережная аттыгар идиатрга парковка тигар уя таксыга коскемешка. Хатиместе болдум. Главная площадь. Моста көстөргөр. Парижде жетен тигердей билен. Километражтар хагалабыттар. Оголор эме. Бехене кидеде жаксан аркай баткалды. Чугада. Глаза закрыли, себя похвалили, вы лучшие! Финальное наставление от судей и сделать все на максимум. Давай финальное. Привет! И вот еще один человек узнал меня по флагу. Было крепкое рукопожатие, было приятно. И удивился, что узнали сразу. Да, я специально повесил флажок на затылке, чтобы была возможность встретить своих земляков. И также видим, что у других участников тоже есть свои фирменные флажки. Вот уже виднеется наша основная миссия бегунов-участников – это возможность пробежать по мосту, почувствовать это величие строительства сооружения и самое главное – это ясная безоблачная погода без ветра. От старта до этого места сильно ощущался резкий подъем, так как город находился на сопках. Потом быстро привыкаешь к этому, потому что все для себя происходит впервые. Где-то позади тебя остается эта усталость. И смотря, как другие улыбаются и фотографируются, очень поднимается настроение и приятный настрой на забег. Такие забеги происходят для меня впервые. Итого на этот 2025 год завершается забег под номером 12. Да, итого за год участвовал в 12 забегах, 11 из них в Якутии и вот один здесь.
Для меня такое мероприятие и праздник спорта – это возможность увидеть других участников и по возможности познакомиться с единомышленниками, чем сидеть дома и страдать от депрессии без движения. По моему вниманию было очень много участников из других городов. Также были китайцы и один с футболкой, что он из Афганистана. Бегал в спокойном для себя режиме без нагрузки. Средний темп составлял 7 минут 20 секунд. Высота 68 метров от уровня места старта. И очень радует то, что исполнил одну из главных целей и мечту этого уходящего лета. И да, подготовка к этому была долгой и нелегкой, и внутри себя был страх о том, что поврежу колено, так как ранее в мае этого года получил травму левого колена, как в прошлом году, где я не мог ходить нормально и 3 недели ходил на обезболивающих. Потом со временем, набравшись ошибок, стал опытнее и отношусь по-другому, не так, как раньше. Вот еще один пример из многих бегунов, кто меня узнал. Откуда я? По флажку. Он похлопал по плечу, и было тоже крепкое рукопожатие. Во время забега я был в наушниках, поэтому молчу, не комментирую, держу камеру. Специально подобрал такие песни, чтобы был настрой на забег без сильного волнения. А есть пиво? Нет, давайте, ребята! А ты нельзя попить? На. Ага, души. Пойдет сюда. Это была его. Давайте, чуть осталось! Давайте! Вот смотри, 20-26, 28 километров забегает. 10. Роман, вы видите, да, розовые Розовый почти. номера, это 21. Как говорится, с моей стороны бегут в основном семерочки и десяточки. Итак, вот наши. Я уже почти видел комплекс, появляется на руке. На всех категориях. Ходить сюда 10 километров. Поздравляю. Спасибо. Кроме того, кто еще силовую уважает, кто закончил свое выступление, пожалуйста, не оставайтесь. Такая раритетная уже голос победил. Все. Спасибо, брат. Это, кстати, лучше. Лучше еще можно услышать. Bu очередь барта гариберов калатары туралды. Буквально 20 секунд, думаю. Я предлагаю, давайте не достаточно до конца.
Я очень рад, что являюсь участником данного мероприятия, и рядом со мной близкие друзья, которые поддерживают и не критикуют. И, наконец, фото медали с близкого расстояния с двух сторон, потом фотки от организаторов марафона. Фудкорт. Үйрәтчеләргә ас онна караты бар. Манын сөйреп битте. Тетре Светланская 47 бар дибет. Банк Приморье качылыраттары. Арчы сулуга көрөстө. Алло. По пути в банк обсуждаем, что будем брать с собой в Китай на завтра и где будет наш ночлег сегодня. Также где будем оставлять машину. Остров Урусска кетиемді уфуға дейін берген еді бұл. 4-2 километрде. Қандай құрылады яғни егер қосып Иванымды. Обменяв без очереди деньги, поехали в сторону продуктовой. На улице стало жарко, поехали прогуляться на парке Нагорный, дожидаясь открытия мостов после завершения забегов. Потом решили искупаться на пляже Охлёстышева рядом с океанариумом. Вода была теплая и бодрящая. Ночлег тоже в палатках сегодня будет, местоположение тоже бухта Охлёстышева, но с другой стороны, где дикий пляж. Это все на острове Урусском, время 21:00, отбой. Так как рано вставать, без 15:02, сдаем авто на платная парковка 2:45, где ранее договорились, потом бежим на автобусную остановку, и автобус забирает нас всех 3:15 и едем в Китай. Итоги третьей серии. По дате это 27 сентября 2025 года. Наш 6-й день в автопутешествии в Приморском крае. Общее настроение отличное, подготовились к поездке в Китай, успешно обменяв наличку на юани, и погода очень радует. По схеме забега справа это 3 километра, 7 километров, 10, 28 и 42 километра, пройдя второй мост в сторону ДВФУ. Мероприятие марафона завершилось в 15 часов дня, и моя оценка забега 10 из 10. Ночуем в диком пляже и завтра рано едем в Китай по безвизе. В следующей серии в Китай заезжаем на автобусе. У нас мини-тур. Города будут Хунчжун и Янцзи. Первый час будет про первый день, небольшой обзор центра города днем, гостиницы и вечернего города с уличным рынком. До скорой встречи!